Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели пожилой женщины под колесами «Шкоды» на улице Осиновская в Казани. Дорогу она переходила по пешеходному переходу. Покажем пистолет, который нашли в подъезде жильцы одного из домов на улице Волгоградская в Казани. Я вышел, давайте закончим мирные цели. Тут у нас потасовка была. И в общежитии на улице Восстания женщине разбили голову. Она просто даже не поняла. И кричала: «Вызовите скорую». Подозрения пали на бывшего мужа пострадавшей. Это и не только. Прямо сейчас. 88-летняя пенсионерка скончалась сегодня утром в результате наезда «Шкоды» на улице Осиновская. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Разметка в этом месте есть, а светофор не работал. Водитель большегруза МАН, увидев переходящего дорогу человека, затормозил. Водитель легковушки остановиться не смог. Водитель автомобиля «Шкода», двигаясь по улице Осиновской, стороны улицы Залесной, в направлении улицы Наиля Зубова, напротив дома 34 по улице Осиновской, совершил столкновение с автомобилем МАН с последующим наездом на пешехода. Женщина 1934 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. От полученных прав пешеход скончался на месте происшествия. А в Нижнекамске водитель «Лады» влетел в группу переходящих дорогу людей. Мужчина, принявший на себя основной удар, скончался в больнице, не приходя в сознание. Еще 2 человека серьезно пострадали. Дорогу пешеходы переходили по нерегулируемому переходу, но зебры на асфальте не было. Нарисовать ее еще не успели. Освещение на месте трагедии также временно отсутствует. Времени увернуться от летящего на них автомобиля у пешеходов не было. Видно, что люди, заметив опасность, попятились назад. Отбежать от опасности удалось одной женщине из 4 человек, переходивших дорогу. Основной удар принял на себя 56-летний мужчина. Его откинуло на несколько метров вперед. Он впал в кому, а после, не приходя в сознание, скончался в больнице. Один из подростков также получил серьезные травмы. У меня перелом таза, травма головного, травма головы, хотя там без серьезных сотрясений, тем не менее она была отвезена в ДРКБ в Казань, и сейчас там уже проходит дальнейший курс лечения. Девочка в сознании находится, слава богу. Третий пострадавший отделался, так скажем, легкими ушибами, и дополнительной помощи и госпитализации не понадобилось. Ее отправили домой после осмотра и оказания первой помощи. Проспект Химика в Нижнекамске, где произошла трагедия, сейчас ремонтируется. Работы здесь начали еще весной. Проект предусматривает полную замену светофоров и электрических столбов. Это до сих пор в планах. Асфальт положили, разметки пока нет. Но знаки «Пешеходный переход» установлены согласно всем правилам. Знаки, они, конечно же, водителями в ночное время просматриваются, а вот пешеходов видно не всегда, поэтому там тоже очень аккуратными, бдительными надо быть. Мы очень многие вопросы сейчас практически в ручном режиме решаем. И с подрядчиками, где самые оживленные участки, временное освещение устанавливаем, и светофорное оборудование. Как монтируем новые опоры, сразу же ставим, даже пока старые светофоры, не дожидаясь, пока новые придут, для того, чтобы максимально эти участки отрегулировать. Опасно ночью, темно, вот же светофора нету, и так темно, не хотят останавливаться вечером во время час пика. С ребенком особенно опасно. Боимся. Освещение на проспекте Химиков должно появиться не позднее 20 сентября. Фонари к этому сроку должны загореться и на проспекте Строителей. Автоинспекторы рекомендуют пешеходам носить одежду со световозвращающими элементами, а водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. Ради Фархулин, Вера Муратова и Максим Липин. Вызов 112. 2-летний мальчик-пассажир «Лады» погиб на месте. Еще 4 человека, в том числе 2 детей 4 и 6 лет, пострадали и были госпитализированы в результате крупной аварии на автодороге Тумутук-Азнакаево. Водитель «Лады» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества двигавшемуся там автомобилю «Kia». В результате иномарка врезалась в бок отечественной легковушки. Обе машины после столкновения вылетели в кювет. Иномарка перевернулась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры.
5 человек, в том числе 9-месячный ребенок, пострадали в результате крупной аварии в Менделеевском районе. На трассе М7 водитель BMW X5 при попытке обгона столкнулся с Маздой и Ладой Веста. Легковушки после столкновения вылетели в кювет. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Расследование взято на контроль в районной прокуратуре. Каршеринговая Kia и Opel Astra столкнулись на кольцевом перекрестке улиц Боруди и Батаршина. Удар пришелся в бок Opel. Машины перегородили всю проезжую часть, и прибывшие автоинспекторы поспешили убрать их с дороги, чтобы они не мешали другим участникам движения. Как признался водитель арендованного автомобиля, он не заметил автомобиль, едущий по кольцу, из-за чего и не уступил ему дорогу, как того требуют правила движения. Другой я не видел, просто случайно был. Девушку водителя Hyundai Solaris с признаками алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на улице Кулахметова. Она ездила по дворам, и манера ее вождения привлекла внимание автоинспекторов. После недолгого преследования автомобиль остановился, девушку задержали. Проходить экспресс-тест на наличие алкоголя в крови она отказалась. Захотела пройти медицинское освидетельствование в больнице. Анализы подтвердили, девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторам она рассказала, что сесть за руль ее заставила необходимость. Ушедшая гулять сестра не пришла вовремя домой, поэтому она на машине отправилась искать ее по дворам, но наткнулась на сотрудников ГИБДД. Теперь автоледи ждет лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, как решит суд, и выплатить штраф в 30 тысяч рублей. В подъезде прямо на лестнице лежит пистолет. Такое сообщение от жителя одного из домов на улице Волгоградская поступило вечером в полицию. Прибывшие на место стражи порядка действительно обнаружили на ступеньках между 2-м и 3-м этажами предмет, похожий на огнестрельное оружие. Вообще ужас. Вот приехали, молодая семья. Полицию вызвали жильцы этого подъезда, увидев лежащий на лестнице пистолет. Трогать его на всякий случай никто не стал. Прибывшие сотрудники полиции находку оградили. Соседи говорят, что этим вечером все было на удивление тихо. Уже 2 года, как на 2-й этаж переехали новые соседи. Молодая супружеская пара. По вечерам покоя нет. Гости к ним приходят чуть ли не ежедневно. Они постоянно эту компанию, как человек по 6-7 ходит. Выпивают, да, что? Да, постоянно выпивают, постоянно дерутся. Тут кубарем прыгают вообще, все было вечно. Выйдут пьяные, шумят, вот здесь стоят, гогочат тоже. Я не знаю почему, ну выпил-то сиди дома. Зачем в подъезд ходить шуметь, кто не понял тоже. Небольшая передышка, рассказывает мужчина, была, когда дело о нападении на него дошло до суда. Он вышел в подъезд утихомирить буйную компанию, но на него набросились с кулаками несколько человек. Я вышел, давайте закончить совет мирной недели. Тут у нас потасовка была. Пистолет лежал на подъеме со 2-го на 3-й этаж, недалеко от квартиры беспокойных соседей. Жильцы подъезда уверены, принадлежит он либо им самим, либо кому-то из их гостей. Больше, говорят, просто некому. Остальные жильцы мирные и спокойные, а посторонние там не ходят. В полицию поступило сообщение, что в подъезде в одном из домов по улице Волгоградской жители нашли пистолет. На место были направлены наружные службы полиции. Приехавшие на место полицейские изъяли пистолет и направили на экспертизу. По предварительным данным, пистолет пневматический. Сейчас полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Женщине разбили голову, весь подъезд в крови. Об этом в экстренные службы сообщили жильцы одного из общежитий на улице Восстания. По словам соседей, женщина была сильно избита, голова в крови и умоляла вызвать скорую, что они и сделали. Вместе с медиками на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Не туда, машину. Соседи рассказывают, ссоры и скандалы между бывшими супругами периодически случаются. В общежитии ничего не скроешь. В этот вечер они стояли на лестничной клетке. Вскоре послышались крики. Не знаю, они что там говорили, свое какое-то. Ну, вон соседи уже живут. Жители говорят, что видели и женщину, и мужчину в первый раз в жизни. С соседями особо не общаются и не пересекаются. Первое знакомство могло бы быть и приятней. Она просто в общую дверь зашла, ползком. Да. И кричала: вызовите скорую. Ну так. Он, получается, что ли? Да. Следом он за ней зашел. Да. Женщина, рассказывают соседи, была вся в крови, голова разбита. Здесь все красное, в крови. В
крови была и вся лестничная клетка. Что послужило причиной конфликта, пострадавшая не рассказала. Ее с травмой головы госпитализировали врачи скорой помощи. Мужчину же задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.